Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 октября 2020 года. Это воскресенье. Так, карта дня — восьмерка жезлов. Что будет помогать? Двойка чаш. Что будет мешать? Рыцарь чаш. Восьмерка жезлов говорит о том, что сегодня вы постараетесь сделать миллион дел. Причем, скорее всего, будете успевать. Это хорошая карта для поездок, для получения какой-то информации, для знакомств, чтобы провести время с друзьями, может быть, вместе всем куда-то отправиться на природу, в поездку, или, может быть, провести этот день дома, но в любом случае в каком-то очень таком приподнятом настроении. Также сегодня вот близкий круг – это как раз то окружение, в котором хочется быть. Хочется строить новые планы, хочется общаться, хочется учиться с теми людьми, которые вот близки по духу, да, хочется говорить, чтобы было весело. В общем, у нас как раз такой день общения. Если есть возможность поездок, то это очень тоже хорошо, удачно. А если есть возможность каких-то покупок мелких, да, или когда много всего нужно купить, тоже все очень удачно здесь происходит. Вот. Но смотрите, здесь карта, когда нужно все распланировать. Когда все распланировано, тогда все идет хорошо, и мы все успеваем. Хорошая карта для образования, когда мы говорим, пишем, когда мы умственным трудом занимаемся, когда мы, может быть, какие-то лекции проводим или слушаем, блог, инстаграм, журнал в интернете, видеоролики какие-то, да, вот очень хороший день для этого. И вообще сегодня могут приходить какие-то очень хорошие мысли, идеи, которые могут пригодиться в дальнейшем. Хорошее время, чтобы покупать транспорт, продавать транспорт. И либо просто вот поездки, да, может быть, в 1000 мест можно успеть, или просто поездка, знаете, когда по сторонам мелькают какие-то красивые виды. Это тоже дает такое удовольствие, наслаждение. На велосипеде, в общем, на всем, что имеет колеса, да, это вот отлично покататься сегодня. Хорошо просто походить пешком. В общем, сегодня важно именно движение. Оно дает радость, не только общение, да, но и движение. И также сегодня можно заказывать какие-то вещи вот с доставкой, да, то есть это карта логистики такой очень хорошая, то есть, видимо, быстро тогда придут ваши заказы, все будет удачно складываться, новые знакомства, новые соседи, может быть какая-то ситуация с ключами, допустим, потеряли, нашли, да, флешки, то есть какие-то мелочи вот могут сегодня теряться, находиться. Хорошее время для того, чтобы торговлей заниматься или коммерцией, да, или, может быть, что-то приобретать именно, да, вот очень выгодные покупки сегодня можно совершить. Двойка чаш будет помогать. Лучше всего в паре, да, чтобы с кем-то по интересам человек, чтобы интересы с человеком у вас совпадали, да, вот лучше вместе с кем-то это сегодня день проводить, не в одиночестве. А двойка чаш — это обычно у нас либо партнер наш, партнер по браку, или это человек, которого мы любим, или человек, с которым мы вместе работаем, это наши друзья. Вот когда один на один, да. Но и для семьи, для большого количества друзей тоже, в принципе, здесь очень комфортное время, да. То есть, смотрите, вы можете даже часть дня провести там вдвоем, а часть дня с друзьями. И что будет мешать? Рыцарь чаш. Когда мы в таком покое находимся, особо не спешим, или когда мы слишком много хотим, допустим, слишком много любви, слишком много еды, и, может быть, вместо того, чтобы двигаться, мы вот в каком-то таком спокойном положении находимся, да, в одном месте в каком-то. Лучше вот сегодня, чтобы было много впечатлений, много дел, много информации, много общения. Отношения для тех, кто в поиске, вот может новая влюбленность быть, и здесь
знаете, может встретиться человек либо моложе намного вас, но такой очень открытый, искренний, вам захочется отношения с ним продолжать, либо этот человек просто, знаете, очень открытый, очень эмоциональный. Для тех, кто уже в паре, здесь у нас карта смерть выпадает. Значит, сегодня будут какие-то очень важные перемены в вашей паре. Вот, смотрите, здесь могут решаться вопросы с недвижимостью, здесь могут решаться вопросы с родителями, да, и вообще вот эта карта очень часто показывает новое социальное положение. То есть это может быть, допустим, заключение брака, рождение ребенка, переезд на новое место жительства, покупка квартиры. В общем, что-то очень значимое для вас, что меняет вашу жизнь необратимо. И вот это именно для вас двоих очень важно. Может быть, даже известие, допустим, о беременности или хороший день для зачатия. В общем, что-то такое, что меняет вашу жизнь глобально. Для тех, кто в ссоре. 4 жезлов. Но здесь карта говорит о том, что нужно подождать, не нужно ничего менять. Либо нужно встретиться дома у него или у вас и поговорить. Но все-таки вот эта карта стабильности, 4 жезлов, она говорит о том, что сегодня может быть, это Венера в Овне, может быть, один из партнеров проявит, ну, может быть, агрессию, да, или излишнюю инициативу, это может повредить. То есть лучше, конечно, все-таки как-то стабильно день провести и, может быть, даже и встретиться, но только если, допустим, чувствуете, что вас несет, или видите, что ваш партнер начинает как-то закипать, нужно, значит, срочно прерывать общение, разговор и заниматься другими делами. То есть быстро выключиться тогда. Такая ситуация может быть, усугубиться может даже ситуация, да, ссора укрепиться может даже. Работа для тех, кто работает. Туз чаш – замечательная карта для тех, кто в поиске работы. Какая-то возможность придет, скорее всего, от друзей, от близкого окружения, от соседей, в общем, или интернет тоже, по интернету вы можете здесь найти какую-то возможность для себя очень хорошую. Для тех, кто уже работает. 8 мечей. Карта, особенно рядом с тузом, говорит о том, что вы прям очень сильно хотели бы заняться совершенно другими делами, не работой. Хотели бы быть с друзьями, с семьей. Вам не хватает эмоций, вам не хватает отдыха, да, и вот приходится работать. Дело в том, что без работы вы не можете, да, сейчас, в данный момент, то есть или отказаться не можете, пообещали, и вот приходится как бы через силу все это делать. Ну, в принципе, 8 мечей – карта, когда вы доделаете все до конца, вот все, что вы должны были, да, то есть у вас получится, посмотрите, все мечи, они здесь воткнуты в землю, то есть все дела успешно завершены. И вы сами как бы имеете опору такую вот в плане столба, да, если даже не учитывать то, что вы как привязаны к этой работе, да, мы все к работе привязаны, и нам нужно зарабатывать, да, чтобы жить. Вот, но все-таки опора есть на ваш собственный опыт, на вот образование и так далее, и так далее. То есть, да, может быть, ситуация не такая уж легкая, но вы все равно этот день реализуете, да, то есть самое главное здесь не желать того, что быть не может, то есть настроиться на работу, сконцентрироваться, и тогда легче день пройдет. Для тех, у кого свое дело, 7 пентаклей, но здесь опять же много работы без какого-то видимого результата. Результат на будущее, конечно, да, работаем на будущее, но также карта может говорить о том, что сегодня могут быть какие-то ограничения в плане вот ваших договоров, обязательств. Может быть, назначен был клиент, да, и отказ, допустим, или еще что-то такое. Либо, знаете, очень много дел, которые вам нужно совершить, и вам совершенно не хватает времени на себя, да, вот очень-очень много дел, может быть, даже и с разъездами, а может быть, просто вы общаетесь с большим количеством людей, большое количество заказов выполняете. Это утомляет. Деньги для тех, кто на зарплате.
Карта отшельник, но в основном по этой карте деньги не приходят, мы их тратим. Тратим на питание, на здоровье, на близких, на дом, на недвижимость и так далее. Для тех, кто своим зарабатывает делом, тоже старший аркан выпадает влюбленные. Но здесь, опять же, деньги, которые приходят из двух источников, да, или две темы какие-то, два клиента крупных, может быть, две сделки, или, может быть, это деньги из семьи, да, от партнера, от родителей или еще от тех, вот, кто в вашей семье еще деньги зарабатывает. Так, теперь здоровье. Семерка мечей. Карта, которая говорит о том, что нужно прислушиваться к себе. Вот это карта интуиции, карта знаков. Да, то есть если здоровье сегодня будет какие-то подавать вам знаки, скажем так, да, вот будет что-то происходить со здоровьем, с энергетикой, какие-то симптомы могут появиться, нужно прямо обратить на это внимание. Вот что сегодня проявляется, там и проблема. Вот на это нужно обратить обязательно свое внимание и заняться этим вплотную. Чем заканчивается день? Пятерка жезлов. Но пятерка жезлов это все-таки не пятерка мечей, да, это уже попроще, полегче, но все-таки ограничение в чем? В том, чтобы высказать свое мнение, в том, чтобы настоять на своем, в том, чтобы потратить на себя деньги. В общем, когда касается, знаете, вот ограничений нас лично в чем-то, то есть, допустим, мы должны там всем все купить, да, а на себя не хватает. Или, допустим, деньги уходят на питание, на что-то важное, на обучение не остается. Или еще что-то такое, знаете, когда вот именно в материальном плане мы в чем-то ограничены. То есть мы чувствуем, что неудовлетворение такое, да, что мы что-то не дополучили. Но также карта может говорить и о том, что мы радуемся, что мы можем помочь своим близким, да, вот всем необходимым им их обеспечить. И даже если нам приходится когда-то себя ограничивать, мы как бы чувствуем все равно удовлетворение от того, что мы как бы всех близких обеспечили тем, что им нужно было, позаботились как-то, да. Также здесь у нас вот могут, знаете, вот по здоровью, по этой карте могут как-то суставы, связки, кости вот как-то могут ломить, да. Вот нужно обязательно сегодня тепло одеваться и отдыхать, то есть чтобы не было перегрузки на ноги и чтобы не застудить ничего, тогда все будет в порядке. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.